О, прикольно. Классно, классно. Ясно. Так, может быть, давайте немножко познакомимся. Вот как вас зовут, молодой человек? Константин? Вы к нам не приходили ни разу? А хотите прийти? Я отсюда. Че пришел? Да. Ясно. Ладно, давайте. Знакомиться с ними не было очень много. Давайте перейдем к нашим стендап-комикам. И первый стендап-комик у нас будет Роман Некрасов. Давайте поддержим его, похлопаем. Всем привет, всем веселого, доброго вечера, народ! Эй, с Днем города, Сыктывкарцы! Всем привет! Так, тут гажа-движ, молодежные тусовки, рэперы есть тут? Рэперы есть. Есть, точно. Гопники есть. Гопников больше. А эмаготы есть кто-нибудь еще? Есть еще в живых эти люди? И, кстати, я хотел поговорить сегодня о них еще немножко. Да, вот эти все неформальные тусовки, это же отражение нашей действительности, отражение молодежи. Помните, в 70-х были хиппи, да? В 70-е были хиппи, потлатые такие мужики, девушки, все ходили. Во, видите, мужчина понял, похож на хиппи, зубов даже нет. Отлично. Да, вот. Эти хиппи, им было на все пофиг. Это такие ребята, которые пофиг ходили, все, пофиг на войну, пофиг на людей. Знаете, у нас в России тоже есть хиппи, они называются хлоппи. После каждой второй рюмки хлоп-хлоп, и они пофиг на все просто. Потом в 80-х появились панки. Это эпатаж, политика. Панки, да, рейв. Вы знаете, мне кажется, что у нас тоже в России есть такой панк, его зовут Жириновский. Политика, эпатаж, да, просто. Потом в 90-х появились скины. Есть тут скин? Не будем. Да, есть скины, притом такие ребяточки, такие скины. Мы скины, здрасте, мы скины. Это ребята, которые готовы были всех побить только за то, что у тебя кроссовки Adidas просто. За это даже если ты русский. А еще в 90-х были гопники. Ну вот здесь их просто тьма, просто гопники, да. И, кстати, мне кажется, что гопники это единственная русская культура. Это только в России такие ребятки жили. Они до сих пор живут везде, в каждом дворе есть свой какой-то старожила-гопник, вот. Вы знаете, а сейчас кто? Скажите, кто сейчас есть? Хейтеры, вейперы, фитоняшки, эмансипашки и веганы. Вот скажите, что может сделать хейтер просто? Что, послать меня? Вы знаете, у меня дед мог меня так послать, что мне приходилось идти просто. Получается, первый советский хейтер, да? А этим, как их, вейперы, да, которые что, закурят меня до смерти? Не знаю, у меня дед, когда курил Беломор-канал, ЛПК по сравнению с ним ионизатор воздуха просто. Ну, а эти веганы, что могут мне сделать веганы? Накормить до растительной комы? Ладно, бог с ними, все. Знаете, слушайте, все говорят, в 90-х хреново жилось. Вот все говорят, в 90-х хреново жилось. Я был подростком, мне круто жилось, у меня было куча киндеров. У вас у всех были киндеры? Были? У меня их была тьма просто, их было столько, что можно было играть ими и забывать, где они еще играются, сами собой просто. И знаете, это была своеобразная валюта. Дал прокатиться на велике 1 киндер. Дал прокатиться на мопеде 10 киндеров. У меня друган собрал себе на мопед за 10 киндеров просто. Собрал мопед. А эти фишки, у всех были фишки, покемоны там и так далее, да? Их тоже было столько много. Можно было ехать в Лас-Вегас просто гулять на все просто. Вот. Это тоже была валюта. Дал списать 5 фишек, не дал списать минус 5 фишек просто. А постеры, у кого были постеры? Там есть, да, постеры, люди носили, да, вешали. У меня их было столько, мне отдельный сарай купили для них, чтобы вешать просто постеры. Знаете, сын такой смотрит на постер Ван Дамма, говорит, папа, это кто? Я говорю, ну это Ван Дамм. Бессмертный полк, типа? Я говорю, тот еще бессмертный полк. А еще школьные драки. Ребят, все дрались в школах, точно, стопудово, все дрались в школах. И знаете, в каждой школе были свои правила. В моей школе было 3 правила. Первое, всегда надо драться в кругу. И я попервой боялся хороводов, честно, боялся просто хороводов. Второе правило, это
до первой крови. То есть, ну, разбили нос, бровь, все, раунд закончен. И знаете, посмотрите на меня, да, я такой дрыщуган. Я заранее себе разбивал нос, чтобы не было никаких конфликтов. Ну и третье правило, всегда нужно драться 1 на 1. Это самое золотое правило просто. Но я был хитрожопый, я брал всегда с собой друга и дрался с ним. Но я все равно отхватывал от него. Вот. Еще, знаете, у нас пацаны, мне кажется, у меня в поселке первые пацаны, кто купили камеру и стали снимать драки. Это, знаете, камера не вот сейчас вот эти ваши телефончики, а камера в натуре, вот сейчас как коми БПМ-то были с камерой выше. Вот такую камеру купили, снимали драки. Просто зачем, я не понимаю. Лучшие моменты смотреть, комбо учить, фаталити, не знаю, обучать бойцов. Еще самый прикол в этих драках, женские драки были, да, все видели женские драки. И знаете что, никто никогда не вмешивался в женские драки, никогда, потому что шанс отхватить люлей еще лучше, чем от пацанов. И это еще, знаете, 30 минут качают, 5 минут драки просто. Кстати, знаете, я иногда себя ощущаю как Двуликий из Бэтмена. Знаете, кто такой Двуликий, да? Это который, когда что-то не знает, подкидывал монетку. Вот сейчас меня все мужики здесь есть, которые женатые, есть мужики? Да, кто-нибудь там крылья? Да, подняли пацаны, которым 15 лет еще. И, короче, меня сейчас поймут эти мужики. Это когда у вас дома ваша жена, и к вам приезжает ваша мама. Это просто между адом и адом просто, я не знаю. Это как сходить на Лигу Справедливости и ни хрена не понять просто. Это как сходить на концерт Бузовой или концерт Тимати, все равно жесть просто. Но знаете, что я давно дал понять своей супруге? Неважно, Монтеки, Капулетти, главное это не красовый. Но картошку я все равно сажаю у Капулетти. Ну и в конце, короче, девчонки, я хотел к вам обратиться. Которые вот отращивают себе губы, попу, грудь, да, вот у меня есть, надеюсь, здесь таких нету просто. Просто зачем вы это делаете? Зачем отращивать губы, как будто в них укусила альфа-самец пчелы просто? Зачем? Это же как целоваться с такими губами? Это как 2 чебурека жевать просто, я не знаю. А попы, девчонки, такие попы отращивают, что заводят целый фотик для них. Да что там фотик, целый инстаграм для попы, понимаете, ходят потом, а попа отдельной жизнью живет. А грудь, вот эта вот большая, огромная грудь, вот это вот, ну просто адская грудь просто, зачем? Знаете, мне кажется, коровы после пастбища чувствуют себя плоскогдонками, такие идут, ё-моё просто. Девчонки, у меня к вам совет. Вы знаете, вы просто не к тем обращайтесь. Обращайтесь всегда к парням. К парням. Они эталоны. Это, когда, вот парень что может сказать? Братан, скажи, как я одет? Да что, как бомжара, иди побрейся, другая, что-то тебя воняет просто. А девчонки, когда друг друга спрашивают, ну как я одета? Она такая, ну знаешь, ну пойдет, красиво. То есть вы не искренне, обращайтесь всегда к пацанам. Пацаны вам все сразу скажут правду, красиво вы или нет. И слушайте, ребят, напоследок вам совет. Знаете, оставайтесь всегда молодыми, оставайтесь. Мужчина хиппи. Мужчина хипстер. Хипстер, оставайтесь всегда молодыми, да. Помните, даже если вам 32 года, у вас 2 детей, ипотека, кредит на машину, у вас на разогреве рэперы, о, просто. Вот она, детишечки. Все, спасибо, Роман Некрасов и его семья. Пойдем, детишки. Давайте попробуем Романа. Видели, да, там держали детей его, чтобы они выходили помогать ему, убегали. Так, ну, давайте еще с кем-нибудь познакомимся. Вы, молодой человек, вас как зовут в зеленом капюшоне? Алексей? Вы учитесь, Алексей, работаете? Где учитесь, Алексей? Вы, видимо, с ним, да, учитесь? ЛГБТ! Вы пиарить пришли этот? А как расшифровывается? Средневканский гуманитарно-педагогический колледж! Вы рэперы тоже? Зачем вот это вот надо было? Ладно, заразили вас, да, ребята, рэперы? Классненько. Давайте все настроились. Похлопайте, кто умеет хлопать. Сзади не умеют все, стоят такие, типа, умеете хлопать? Да, проходи сюда вперед, фан-зон. Умеешь хлопать? Нет, назад иди. Так примерно распределяли. И скамейками отгородили еще всех. Ясно. Давайте перейдем к нашему следующему стендап-комику. Это Роман Копытин. Давайте поприветствуем его.